Аузбиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, салам машаллах, махкошка. Я приветствую всех наших соотечественников и всех наших слушателей и зрителей. 11 декабря 1994 году Россия после трехлетней с лишним тотальной блокады и подрывно-террористических акций, не заставивших Чеченскую республику капитулировать, развязала широкомасштабную войну с применением всех родов войск и всех видов оружия, в том числе запрещенного, кроме ядерного. Захватническую войну Россия лицемерно окрестила наведением конституционного порядка. Хотя фактически эта война олицетворяла собой грубейшее нарушение всех основополагающих норм права. В 1996 году война закончилась, и все российские войска были выведены. В январе 1997 году в Чеченской республике при активной и методологической и материальной поддержке ОБСЕ и в соответствии с Конституцией ЧРИ от 1992 года прошли выборы президента и парламента Чеченской республики Ичкерия, которые официально были признаны Россией и Советом Европы, приславшим своих многочисленных наблюдателей на эти выборы. 12 мая 1997 году был подписан договор о мире и принципах взаимоотношений между Россией и Чеченской республикой Ичкерия. Непростой, но бесспорно перспективный процесс налаживания взаимоприемлемых межгосударственных взаимоотношений между Россией и Чеченской республикой был прерван в 1998 году, когда Совет Безопасности возглавил Путин, одновременно являющийся директором ФСБ. Чеченское руководство часто упрекает в том, что у нас было время и был шанс после окончания Первой российско-чеченской войны укрепить свою государственность. Я ответственно заявляю, не было у нас ни времени, ни шанса, потому что российские спецслужбы за подготовку к новой войне взялись сразу и основательно. Против Чечни была развязана жестокая, подрывная, террористическая война, сопровождавшаяся взрывами и убийствами и похищением людей. После развала СССР российские державники жаловались, что нет более объединяющей идеи, что и остаток от Великой Российской империи, Российская Федерация, может распасться. Чекисты такую идею нашли. Не марксистскую идею борьбы с капиталом, но идею борьбы с терроризмом. У чекистов есть опыт увязывания чеченского вопроса с международной проблемой. Например, решая чеченский вопрос в 1944 году, депортируя чеченцев в Казахстан и Сибирь, Сталин обвинил чеченский народ в сотрудничестве с немецкими фашистами. Мотивы Сталина могли быть понятны тогдашнему демократическому миру, то есть Западу. И на этот раз представить Чечню в виде основного рассадника международного исламского террора представлялось для Путина удобным перед Западом. За 27 лет попыток решить силой российско-чеченский конфликт, который начался как чисто политический конфликт, Россия добилась лишь того, что конфликт стал более острым. Например, федеративный договор 1992 года являлся первым в истории Российской империи примером, когда десятки национальных республик добровольно подписали договор о вхождении в состав российского государства. Но этот договор был в одностороннем порядке полностью нарушен самой Россией. Во-первых, было это сделано с целью приравнять статус оккупированной Чечни, которая никогда не подписывала федеративный договор, к статусу вошедших с него республик. Во-вторых, на протяжении последних лет российское руководство в лучших традициях колониальных завоевателей отказывает этим субъектам в праве осуществлять их религиозные и гражданские права.
Сегодня эти республики не имеют права избирать собственных руководителей, практиковать собственную религию и даже пользоваться собственным алфавитом. То государство, которое известно миру под названием Российская Федерация России, является классическим образцом колониальной державы, которую в будущем охватит, несомненно, антиколониальный пожар. Жестокий опыт прошедших десятилетий показывает, что российско-чеченский конфликт не имеет военного решения. Кремлевский режим не в состоянии сломить волю чеченского народа к свободе, а чеченский народ не в состоянии разгромить постоянно подпитываемую 200-тысячную группировку российских войск на территории России, на территории Чечни и вокруг территории Чечни. По моему глубокому убеждению, прекратить насилие в Чечне, на Северном Кавказе можно только путем политического урегулирования. Чеченское руководство готов на конструктивный и политический диалог для обеспечения стабильности и долгосрочного мира не только в Чечне, но и на Северном Кавказе. Но мы никогда не откажемся от нашей свободы и нашей религии. Путину сегодня не только не удалось уничтожить чеченский народ, но оказавшись по причине путинского террора в Западной Европе, более 300 тысяч чеченцев, то есть почти треть нашего населения, приобщается к высочайшим образцам гуманитарного и технического образования. Наша молодежь учится жить в современных, свободных обществах, лишенных даже малейшего намека на авторитарный диктат и мерзости коррупции. Сегодня чеченцы, живущие на чужбине, не прервали связь с отчизной. Те, кто может себе это позволить, едут домой, но при этом не прерывают связи, установившихся в странах пребывания. Сегодня много суждений ходит о нашем правительстве. Слышатся разные мнения о его правовой легитимности. На эти суждения можно дать однозначный ответ. Наше правительство легитимно настолько в той же мере, в какой были легитимны, к примеру, правительства Франции и Польши и других европейских стран, которые оказались в годы Второй мировой войны под нацистской оккупацией. Некоторые руководители европейских стран забыли историю, но из-за их забывчивости история не меняется. История жестоко мстит тем, кто забывает ее или пытается изменить. Наше сегодняшнее правительство является частью государственной власти, избранной 24 года назад в соответствии с нормами международного права. И до тех пор, пока наша страна не освободится от оккупации и не будут проведены новые свободные выборы, нашим долгом и обязанностью является сохранение существующей на сегодняшний день государственной структуры. Все должны знать, мы ни с кем не оспариваем власть. Однако мы не бросим это дело и не отойдем в сторону, как бы этого ни желал Путин и его лакеи. Если бы мы сегодня сделали такое, это стало бы прежде всего предательством нашего народа, предательством тысячи наших героев, попавших в этих войнах, предательством оставшихся после них вдов и сирот. Если бы мы сегодня сделали такое, это стало бы прежде всего предательством нашего народа, предательством тысячи наших героев, павших в этих войнах, предательством оставшихся после них вдов и сирот. Мы сегодня благодарим матерей тех наших парней, которые пожертвовали своими жизнями в этих жестоких войнах. Мы гордимся им. Мы просим из-за того, что некоторые малодушные люди сегодня выражают раскаяние от того, что сражались против России. Вы, героические матери, не сожалеете, что родили и вырастили мужественных сыновей. Ваши сыновья не напрасно пожертвовали своими жизнями. Они с чистыми лицами предстали перед Всевышним. И пока на свете будут жить чеченцы, говорящие на чеченском языке и имеющие чеченские сердца, имена наших павших героев будут звучать в ряду самых славных имен. Опираясь на опыт истории, мы свидетельствуем, наша страна будет свободной. Мы будем жить в своем независимом государстве, инша Аллах. 3 прибалтийские республики
более 40 лет находились под игом советской власти, но сегодня они стали свободными государствами. Наш народ прошел через жестокости русских царей и выжил. А эти цари и защищаемая ими страна, она исчезла. Наш народ прошел через жестокости генеральных секретарей СССР и сохранился, а эта страна исчезла. Наш народ прошел через жестокости Ельцина и выжил, а Ельцин и его Россия исчезли. Путин тоже исчезнет. Его Россия потерпит крушение, а чеченский народ сохранится и создаст свое государство, иншаллах. Сегодня то положение, которое сложилось в Чечне, держится не на России, а на Путине. И в России, и в мире есть много сил, которые уверены в том, что Россия обречена на гибель, если она не отпустит Чечню. Более всего опасаться того, чтобы Россия, покинув Чечню, не оставила там тех кровавых раздоров междоусобиц, которые в свое время она оставила в Афганистане, уходя из этой страны. Мы уже сегодня должны готовиться противодействовать этому. Сегодня мы опять обращаемся к чеченцам, которые работают в силовых структурах марионеточных. Не превращайте победу, одержанную чеченцами над Россией в ожесточенной войне, в бедствие для растущих наших поколений. Не сейте сегодня семена раздоров, чтобы завтра они взошли кровавыми всходами. Поистине мы победили Россию, но никогда в своей истории одна часть чеченцев не могла одержать победу над другой частью. Хочу напомнить одну чеченскую поговорку. Человек, восставший против селения, лишился страны, а село, восставшее против страны, сгорело. Наши поговорки складывались веками и тысячелетиями, не будучи при этом привязанными к конкретной эпохе или конкретным людям. Они обращены ко всем эпохам, ко всем поколениям чеченцев. Все то хорошее, что мы сегодня совершаем, достанется нашему народу. Плохое достанется тому, кто его совершил, на какой бы стороне он ни находился. Он должен будет ответить за совершенное зло и на суде Всевышнего в вечной жизни, и перед судом своих соотечественников в современности, и перед беспощадным судом истории в будущем. Лозунг, поднятый нами 20 лет назад, свобода, справедливость, согласие, имеет для нас огромный смысл и сегодня, потому что без свободы нам не достичь справедливости, а без справедливости у нас не будет согласия. А если в нашем народе не будет согласия, мы не сможем создать свое государство. Поэтому все наши силы и усилия должны быть направлены на достижение этих трех условий. Сегодня, как никогда, мы близки к осуществлению многовековой мечты нашего народа о независимости. И да поможет нам всемогущий Аллах осуществить эту мечту и обеспечить мир и согласие в нашем народе. Пусть всемогущий Аллах благословит свободную Чечню. Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар.